Этим летом сибайцы рьяно взялись за внешний облик города. Например, один из проектов, который будет реализовываться в ближайшее время, это большая и, главное, безопасная детская площадка во дворе Дома молодежи. Все необходимые материалы и конструкции уже подготовлены. В прошлом году администрация города приняла участие в конкурсе фонда «Обнаженные сердца». Это на приобретение детских и бытовых конструкций. Нашим городом была подана заявка на конкурс приобретения детского игрового оборудования. В марте месяце мы стали победителями, и мы этому очень обрадовались. И с марта месяца буквально с Москвой, с этим фондом «Обнаженные сердца» мы вели большую плодотворную работу. Мы обговаривали те детские конструкции, которые будут у нас установлены в нашем парке. Мы обговаривали конструкции спортивного содержания и, пришли к единому согласию. У нас будут зоны от рождения до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 6 до 14 лет. Они будут включать в себя игровые песочные зоны, отдельные игровые будут у нас зоны для отдыха детей, отдельно будут площадки для детей с ограниченными возможностями и отдельные площадки для детей спортивной направленности. Игровой парк, то, что мы обговорили, согласовали, выполнялся заводом-производителем в Санкт-Петербурге. Буквально недавно они работу закончили, и буквально вот сегодня, вчера мы еще получили 2 фуры, приехали в наш город, мы получили это оборудование. В настоящее время мы их разгрузили вот на эту базу. Еще раз хочу напомнить жителям нашего города, что это замечательный подарок к дню рождения нашего города. И все жители, дети могут и этот парк посещать у нас бесплатно. Еще одна отрадная новость – живой уголок на пересечении улицы Белова и проспекта Горняков. Журавли, страусы, павлины, хоть и не настоящие, но зато вдохновляющие сибайцев и гостей города, придающие своеобразную красоту этому месту. Спонсорами данного проекта стали предприниматели Сибая, которые с большим желанием откликнулись на предложение УЖКХ сделать наш город красивее. Узнав о предстоящем проекте и просьбе МБУ ЖКХ, мы решили оказать помощь. Мы любим свой город. Мы решили таким образом помочь своему городу, чтобы было красиво и люди ценили природу, любили природу. Частенько участвуем в такого рода интересных проектах по благоустройству города. Команда УЖКХ во главе с Рашидом Маратовичем креативно подходит к этим вопросам. И вот бывает интересно участвовать в таких проектах. Вот эти конструкции, фигуры, они же ведь не купленные где-то в Китае, не привезенные из Москвы. Они сделаны руками наших сибайских ребят, которые здесь живут их семьи, друзья, сделаны они для города. И хотелось бы, чтобы сибайцы берегли то, что делается руками именно сибайцев. Это будет стоять здесь надолго, может быть, станет какой-то эксклюзивной карточкой нашего города. На вопрос, почему были выбраны именно эти птицы, ответили. Журавль символизирует счастье, любовь, здоровье и процветание. Страусиное перо олицетворяется с истиной и справедливостью, а через символ богатства и власти в виде павлина пожелали городу финансового благополучия. На днях здесь же прошла акция, где на камни наносились рисунки. На них изображены звери, животные и птицы. Для того, чтобы за короткое время превратить грубые серые глыбы в настоящее творение, художникам понадобились лишь гуашь и желание сделать наш город еще лучше. Кроме этого, в центре установили цветник. Инициаторы данного проекта, управление ЖКХ, выражает благодарность спонсорам, откликнувшимся на благое дело. Это начало вот этого проекта. Вы видите именно начало. Мы в понедельник, я так думаю, вот этот угол как бы к логичному завершению приведет. Но это первый шаг. Я думаю, что это будет второй шаг. Но вообще это на суд жителей нашего города. А вообще есть мысли, наработки, еще несколько полян в городе оформить как бы аналогично, просто в разном направлении. Поэтому, если у кого-то из жителей города будет какая-то фантазия, милости просим обращаться к нам, вместе обсудим и подумаем, как это сделать. Данила Любаев, Олег Кадров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.